С наступлением теплых весенних дней на улице все чаще можно встретить велосипедистов. Какова должна быть идеальная городская велоинфраструктура, расскажут наши коллеги из культурной столицы. Петербург еще с 2000-х годов активно занимается развитием велотранспортной инфраструктуры. Созданы точки проката велосипедов, удобные парковки и даже абонементы на велопрокат. Переняв европейский опыт, сейчас город на Неве считается наиболее удобным для велосипедистов. В 2017 году было построено 40, и сейчас планомерно, вот до 2020 года есть план по строительству каждый год 40 километров велосипедных маршрутов. То есть сейчас где-то около 79. Локации Петербурга во многом не позволяют полностью перенять западный опыт. Это и районы со старыми постройками и непригодные для велополос дороги. Для развития велосипедной инфраструктуры любого города в первую очередь нужно выработать 5-летнюю стратегию развития. И лучше это сделать с привлечением опытных консультантов. Далее следует проектная работа с перечнем маршрутов, конкурсное проектирование и далее стройка. Но даже наличие велополос не гарантирует полную безопасность велосипедиста. Велосипедист – это не нечто исключительное, никакого особого приоритета у него нет. Но, конечно, нужно быть достаточно осторожным, потому что это незащищенный участник дорожного движения, то есть у него нет вот этой брони там, из железа вокруг. Вот. И, то есть нужно обязательно показывать свои намерения, повороты, что, куда вы собираетесь сделать, вести себя аккуратно, вести себя предсказуемо и так далее. Ведущим показателем развитой велоинфраструктуры города является модальная доля велосипедных поездок. Петербург стремится увеличить это число. Сейчас показатель меньше 1%. Возможно, причиной тому велопарковки, точнее их количество. Сейчас они есть, но нужно постепенно наращивать, потому что, конечно, их не хватает. А второй этап – это уже предлагать людям такие защищенные велопарковки, где уже можно оставлять на более длительный срок. Например, на вокзале, если вы куда-то уезжаете или еще где-то. Но в первую очередь нужно весь город заставить обычными такими парковками, возле которых просто удобно поставить велосипед. Городская инфраструктура в идеале должна исходить из четко расставленных приоритетов, где на первом месте пешеход, далее велосипедист и только потом автомобиль. Тенденции показывают нам, что велосипедист уже становится отличной альтернативой авто. Плюсов множество. Это и неплохой фитнес, и экономия на проезде, и, главное, экологичность. Для пропаганды велодвижения ежегодно в России проходят акции и пробеги. В 2018 году всероссийское мероприятие ожидается 18 мая. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург.